Владимир Уйба поручил правительству региона отработать оптимальный механизм обеспечения местных предпринимателей древесиной. Малый бизнес должен быть уверен в завтрашнем дне. Республика обеспечит ему дальнейшее развитие. Главное условие – оно должно быть связано только с глубокой переработкой. Других перспектив у предприятий лесной промышленности в республике нет и быть не может. Такой итог подвел глава после встречи с предпринимателями Кайгородского района. Они сами обратились к Владимиру Уйба с просьбой обсудить этот вопрос во время его недавней рабочей поездки в муниципалитет. Татьяна Супряткина об итогах встречи. Кайгородский район. 93% от всего земельного фонда занимает лес, а потому для сельчан это самый удобный и доступный вид заработка. Но только за первые полугодие 2020 года количество малых предприятий в районе снизилось почти на 17%. Причиной закрытия производств для многих стали изменения в Федеральном лесном кодексе. Отныне аукционы на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений можно проводить только в электронной форме. А потому принять участие могут все желающие из любого региона страны. На электронные торги выходят крупные лесозаготовительные компании. Против них конкурировать малый бизнес не в силах. А нет леса, нет и сырья. Значит, и производство простаивает, и одни убытки. Об этой проблеме главе уже не раз докладывали лесозаготовители на личных встречах в муниципалитетах. По поручению Владимира Уйба региональный Минприроды подготовил несколько вариантов решения проблемы. Один из них – организовать конкурсные процедуры по выделению лесных участков для малого и среднего бизнеса в аренду на 49 лет. Но предприятие должно не только пилить лес, но и перерабатывать его. Понимая риски, мы говорим сегодня о объемах аренды, долгосрочной, от 5000 и не больше 10, чтобы заинтересованности у больших предпринимателей не было в участии. Поймите, из практики на 5000 не пойдет большой предприниматель или большая компания участвовать в конкурсной процедуре, потому что это им не интересно. Вам это интересно. Но, понимая, что это не просто так, что пришел, заявился и победил, нужно и с вашей стороны определенные шаги. Это буквально пилорама, а у многих у вас, я думаю, большинства она есть. И какой-то станок, который будет дорабатывать квадратный уже непосредственно в конечный продукт. Однако эти лесозаготовители отмечают, на местах им говорят совершенно о другом. Когда поднялся вопрос, получается, по аренде по конкурсу, хорошо, я пошел в местную администрацию. Первое, что мне сказали, чтобы участвовать в конкурсе, нужна полная переработка от А до Я. То есть непростая ленточная пилорама, вплоть до отходов. Это сушильные камеры, отходы. Это мне так сказали, я говорю, как мне говорить. Вот. Нужна была полная переработка. Полная переработка. Простые даже там сушильные камеры, там 6 и выше миллионов, плюс, и так далее, это большие деньги. Никто не будет тратить 20 миллионов на производство своих денег, ни чьи-то, ни с бюджета своих денег, чтобы потом поучаствовать в конкурсе, и не факт, что еще пройти, ради 50 тысяч аренды. Поэтому тут большие вопросы, именно какое производство должно быть в итоге. Глава Коми поясняет. То, о чем сейчас идет речь, получается так, что администрация думает о далекой перспективе, говоря о том, что должна быть глубокая переработка, а вы говорите о том, что под глубокой переработкой понимается пилорама и станок. Что Станислав Владимировича устраивает полностью. Его не устраивает сушилки, его не устраивает какая-то переработка в виде пилет или еще чего-то. А станок и пилорама у него есть. То есть не может быть двух стандартов. Значит, я снова возвращаюсь к тому, что и изначально сказал в части горячей линии. Да? То есть люди не знают и получают искаженную информацию и не понимают все-таки, каков стандарт.
По итогам встречи глава Коми поручает правительству и Минприроды отработать механизмы обеспечения местных предпринимателей древесиной. Главное условие – малый бизнес должен двигаться в сторону переработки, чтобы предприятия на местах развивались и были конкурентоспособными на рынке. Республика, в свою очередь, готова содействовать. Это и различные формы господдержки, и обучающие семинары для предпринимателей. Татьяна Супряткина, телеканал Юрган.